его открыть. Да, открываю. Просто снимаю. Перед тем, как открыть сепаратор, мы ставим его в наладку и отключаем рентген. Вот должна лампочка вот эта вот погаснуть. Это значит, что рентген отключен. Идет руда по вот этому лотку. Сюда подводится дополнительная транспортная вода, чтобы транспортироваться материал. Потом порода поступает в зону регистрации и возбуждения. Затем проверяем наличие транспортной воды. Нажимаем тест воду, и по лотку должна идти вода. Вон, видите, вода пошла. Когда по лотку идет порода, она поступает в зону регистрации и возбуждения. Рентгеновская трубка, вот две рентгеновские трубки, они светят на породу. И есть 4 фотоприемника, которые как фотоаппарат фотографируют. Затем вот здесь стоят клапана воздуха, и под воздействием воздуха, когда сепаратор регистрирует, там, где есть алмаз, идет концентрат, где нет, идет хвосты. Итак, мы проверяем каждый сепаратор на наличие каких-то предметов, на наличие воды. Блокировки проверяем, обязательно давление воздуха, давление транспортной и рентгеновской воды. С помощью пульта управления мы проверяем на сепараторе, как у нас по самогонному лотку идет руда. Мы открываем питатель и смотрим на лоток. Руда должна идти монослойным слоем. Проверяем работу клапанов. У нас 4 клапана. Сейчас в ручном режиме я буду проверять обмыв коллиматорных пластин и фотоприемников.